Обеспечить население Ингушетии продуктами первой необходимости по сниженной цене. С такой задачей сельхозярмарка колесит по городам и районам республики. На сегодня остановку сельхозпроизводителей совершили в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района. И по наплыву людей можно понять – все удалось. Многие уже успели закупиться, другие же только присматриваются. А мы что мяхо, что хажал, повел. Морковка. Так, мы что посмотрим? Это 5-я из 18 запланированных ярмарок. Указания об их проведении дал глава Ингушетии, чтобы сдержать рост цен на продукты. На этот раз, как решаются задачи, глава Ингушетии смотрит лично. Прямо у входа на территорию рынка, где развернулась ярмарка, стоит грузовая «Газель» с мукой. На этой машине, а всего их 2, 5 тонн муки, произведенной в республике. И к полудню большую часть товара уже разобрали. Цена здесь в 1,5 раза меньше, чем на базаре. Мы будем такие вот делать акции, чтобы цену сбивать. Потому что конечно. У вас и логистика меньше, да? Колбаса разных видов, сосиски, сардельки, копченое мясо. Такой ассортимент продукции представил птицекомплекс «Южный». Пачку сосисок здесь можно купить от 85 рублей, колбасу от 175. Самое главное, весь товар произведен в Ингушетии, даже корма свои. Чуть дальше разместились палатки с мясом, на него спрос больше всех. Цена говядины 350 рублей, баранины 400. Стоимость снижена на 100 рублей. На рынке говядина минимум стоит 400, баранина 450. Мясо животных представили КФХ и ГУПы республики. В одни руки отдают лишь половину барашка и до 10 килограмм говядины. К ценам у главы претензий нет, но над организацией нужно поработать. Так, у вас уже это, все забрали, да? Уже раскупили. А это откуда? Города Карабулака. Карабулак? Это разные виды колбас. Все разные виды колбас, но уже половины нету. А откуда вы берете мясо? Мясо местное. Создай условия людям. Создай, чтобы они могли сюда прийти. И цены должен. Прилавка, яйца, накрыть день. Ты должен это улучшать. Картофель по 40 рублей, морковь по 30, молоко по 60. Цены на овощи и фрукты в среднем ниже на 20 рублей. Рассыпного сахара нет, но есть рафинад по 600 рублей за 5 килограммов. Масло подсолнечное стоит 650 за 5 литров. И оно здесь на выбор местное и привозное, как и молочная продукция. Ширинес, нахчинес, колдинерес. Наха художники. Баз двадцать, куча нах, даже хавго так камёшлат. Нах дай йодя дай хилери кам. Мягкий, мелчоная. Диагор 180, бакра 700 граммовые. Олды 180 краз, база 250 на лат шамаш. Шур 80, яка 1,5 литра. Генерде отвечали. Гандят сюда, гандят, он фирма, да. Вот и мечарды генерде. جنرد ده بيختار ده نيجي أشوف وي ميخكر جنرد أوس حد عقش ده حاجة اشتيه ويسك إحها كي أجر جورب كم مشتي جنرد كم مشتي قاحل كم كيد مشت كم بولش لت ده ناخذ ميجي ير سكر ما ده سر دقة أستيت ده يولهم ده بازة المياه شو بازة المياه 800 دو 850 دولار ده 650 рублей 5 литровый ёхку. Да, иду. Танца 30-40 банк почти, да, я не. Помимо овощей представлен большой ассортимент меда, молочки, фруктов и соков. Яблоки представили сад-гигант Ингушетия. Цена за килограмм от 45 рублей. Морковь, кабуц. Ну что все нужно, хозяйки? Мясо нормально, как короче. Если что нам было, с халфач. Ну, объединишь кончуть, что надо. Ну, и не собраться, много бекроса. А еще ярмарки, ба, Игорь? Да. Он хотя бы 5 рублей, 10 рублей, 20 рублей, что на холчелик медиан.
Ярмарка приняла эстафету от Сунжи. Такие же прошли в Магасе, Назране и Малгобеке. А в следующие выходные на очереди снова Сунжа и пригородный район. А потом снова по кругу и так до конца апреля. Муслим Ганиев, Мухаммед Шаухалов. Новости 24.